встречаемся в коми-деревне, в старинной коми-деревне, А еще в старинном расстояние коми-доме. какое. Да. Вода упала, конечно, капитально. В прошлом году мы до дома доезжали. Воды было море. Да. Ну здравствуй, город Скаляп. Я вас приветствую, мистер Скаляп. Давно не виделись. Давно. Больше, чем полгода, да, Ан? Барса. Ну, здравствуй. Здравствуй. Ну вот, время 12 час, и мы прибыли Че? Сколько? на Скаляпский берег. 12 Ну-ка, час вот, уже. еще это. 2 окуня поймал Иван еще. На жилетку не хватало 2 штук. Да. Поехал там, говорит, 2 не хватает. В общем, сейчас Сразу нас только кинул ожидает второй раз. А вот щуки, говорит, тяжелое, нет. утомительное перетаскивание нашего Я ничего не могу сделать. шмурдяка, как говорится, Щука кончилась, с лодки да, говорит, она пошла в избу. куда-то. Не в избу, а в Да, деревенский там дом, была. старинный деревенский дом, где мы Под вечер, говорит, пошла гулять. старые прошлогодние подписчики, друзья уже знают, что и как. Новые еще не видели, так что Да, милости просим знаем, в но старинную коми-деревню Скаляп. я-то, конечно, блин, Милости просим в старинный вырвался на рыбалку деревенский и дом. спать. Сейчас пойдем к хозяину дома, возьмем ключики Но придется и ночевать. встречаемся уже в деревенском доме. Да, Иван? А? Утро вечера мудренее. Ну, ясно, Мы немножко отдохнем и опять тягать пойдем. конечно. Не просто тягать, а наказывать его за то, что он вчера не брал. Посмотри. Встречаются. Ну, и один говорит другому. Слушай, Коля, нехорошо. Ты с моей женой гуляешь. Он говорит, елки-палки, вас 2 в семье и не можете разобраться. Она говорит, хорошо, а ты говоришь, нехорошо. Вас же 2 в семье и не можете разобраться. В общем, время 2 час ночи. Мы наконец-то благополучно добрались до этого деревенского дома, который у нас уже полгода, да, в середине октября. А, Вани не было. С Пашей мы были. Паша, привет. С тобой мы были здесь крайними посетителями этого дома. Рыбу жарить не стали. Все почистили, подсолили. Вот у нас получилось только, ну, где-то 1/5 20-литрового ведра. Ну, так тренировочно. 20-ка, 20-ка. Вот. Короткий ужин. Колбаска, сальцо, салатик, рыбацкий напиток. Все потихоньку. богатырский. Легкий богатырский. В общем, короткий перекус. И немного надо отдохнуть. Не стали заморачиваться сегодня за жаркой рыбы. День прошел, можно сказать, удачно. Заехали нормально. Да, Иван Григорьевич? Да. Рыбки мы поймали. Ехать. Рыбу поймали 3 сортов. Щука, язь, окунь. Хариус 4 сортов даже 4 поймали. сортов. Да, Хариус это вон. Серега отличился. Всю рыбу поймал Иван. Ну и я там пару штук тоже выдернул. Я не ловил. Зато я поймал. В общем, сейчас у нас будет короткий ужин и приятного всем аппетита. Да что там, честно, я думал, что маскарад ставит. Вообще нагорит махом. А оказывается, вот это. У меня вот так вот было открыто, получается. Тут все нормально, а сок брызгал, видать, когда Да, и косил борщевиком. обжигает. Грудью, шишками все это все горит все. А сейчас вот это солнце попадет и будет как пигментные пятна еще. Да. Ладно, не будем Ну, печально. до свадьбы заживет. Дай бог, дай бог. До свадьбы Сам дочери. дурак. До свадьбы дочери заживет. Сегодня еще один праздник. Это 7 июля сегодня наступило. Иван Лун по коми, а
По-русски это называется День Ивана Купала. Ивана Купала, да. Не доставал камеру, потому что без разрешения снимать как бы неприлично. Человек сколько? 10, наверное, да? С детьми, с мужья, жены, все вышли сюда на берег ровно 12 часов. Говорит, ну как Новый год. Новый год все отмечают. И праздник Ивана Купала именно в 12 часов все вышли, разожгли костер. Через костер, правда, не прыгали, но все искупались. Так что, правда, мы чистили в это время рыбу, без разрешения не снимали. А было очень интересно. Народ соблюдает свои традиции, и это очень радует. Так что сегодня День Ивана Купала, и обязательно надо будет сегодня искупаться. С праздничком. Мы искупнемся. Нырнем сегодня. Особо нырять не надо, просто искупаемся на мелководье. И особенно приятно отмечать этот праздник вот именно в глухой Коми деревне, которые буквально стоят. Сюда приезжают летом несколько человек, дома своих родителей. А так вот основные жители, здесь осталось 8 человек уже. Как-то вот так, с праздником. Просто самое это неожиданно, то, что они с детьми пошли, молодые, не пожилые люди. Да. Серега, Это радует, что Серега моего года, ну может быть, он по классу он на год младше меня учился, на 1 класс, а так, наверное, по возрасту, наверное, ну, может, на полгода младше, не знаю. Их родители отсюда, что у Сереги, что у супруги. Тут нормальная деревня была, тут свое отделение совхоза было. Тут была начальная школа, тут была библиотека, тут был магазин, все Да, тут было, всё деревня было. жила. у меня ж мою корову ходят, следы свежие. Ну, это один человек, вот здесь Серега держит баржу. А так, отделение совхоза, здесь коровы, телята, вот там дальше там лесу ферма. Все гремело, все процветало, все, деревня жила. В среднюю школу ездили по Сёжу Куршану, жили в интернате, в принципе, мы тоже самое, что в Покче Я тоже. тоже в интернате, с 4 класса тоже в интернате. Такая же беда, с 4 по 10. Дома отучился до этого 3 класса, и с 4 класса уже в этом интернате. Так, а ложки? Ложки нет, да? А потом как А перестроили. яйца вареные, да? Да. Так, сегодня еще и Пасха, да, Григорьевич? Да. Христос воскресе? Истинное воскресенье. У нас как яйца, так и Пасха. Супруга мне подарила, сказала, чтобы ты не худел, блин. Ну да, ну да. С такими ложками точно не похудеешь. А по Сереге видно, кстати, он что, нормальные ложки. Это он, вот, одну уже обтер полностью, вот видишь. Чтоб ты, говорит, не опаздывал, говорит, ни за кем. Вот. Турецкий бы так утили где-нибудь, да, скажем, не то, да, на берегу. А тут вот то. Помнишь, старая деревня, вот как бы. Тишина. Ни машин тебе, ни вертолетов, ни самолетов, ни гула этого. Только Они, наверное, уезжают отсюда или нет? Или так и Кто? это, живут здесь? 8 человек Да. живут круглый год. Не, вот парень вот этот. Они зимой-то, конечно, уезжают, у него работа, семья, там, в школе. Мне кажется, была бы здесь школа, они бы отсюда, может быть, и не уехали, потому что дети пока не выросли, они жили здесь. Конечно. Потом детки выросли, они уехали. Ну, ради детей уезжают. Мне бы, допустим, я бы со своей деревни с Покчи тоже бы никуда не уехал, была бы работа, чтобы можно было семью содержать. А что, совхоз развалился, работы нет, ничего нет, что-то надо где-то кормить семью. Хотя, когда уезжал, еще семьи не было, но как бы все равно надо было что-то как-то жизнь устраивать. Уже перестроились. У меня работа была, я собрался и уехал в Ухту. Ты в самой Ухте, получается, живешь, да? Да? А мне Ухта что-то не понравилось. Я 2 года там жил, я не знаю. Почему-то я... Тут не это, супруга сейчас, говорит, надо, говорит, купить дом где-то, говорит, на реке, где-то, говорит, я вот и приглядываю дом где-то вот в деревне. Вот самый лучший вариант это тот крайний дом, самый лучший. Я говорю, либо она, говорит,
Я говорю, как, говорю, еще надо? Я, говорит, не против, говорит. Там, во-первых, подъезд к самому дому в начале деревни. Где? Ну, в начале Покчи. Ага. К самому дому подъезд, во-первых. Во-вторых, там земля годами удобрена, не скотину все держали, там земля как пух. Черный пух, чернозем И что, такой. продается дом? Да. Это и я мог бы купить. Надо найти хозяев. Я Они приезжал, про- смотрел его. Хозяин ему созванивался, там номер телефона висел. Хозяева, короче, не смогли приехать. И так, короче, и все. И мы забыли. Я так смотрю, дом до сих пор так его нет. Они дом продали. Геннадий говорит, Кто там жил, они дом продали. За материнский капитал. Но те, в свою очередь, они хотят продать этот дом, чтобы обналичить деньги, ну, чтобы получить деньги обратно. Им этот дом, получается, не нужен. И он стоит, пустует уже, вот когда... За материнский капитал за 600 тысяч никто их не Какой купит. 600? 400 тогда было. А, тогда 400 было? 430, Ну, да. 350, наверное, даже. Нет, это Если хороший дом за 400, я его заберу. дом. Блин, Да. блин, что-то у меня вообще шишками все покрыло. Тебе же супруга говорила, надо, говорит, помазать этим, а что-то собрались и уехали. Так Вон не сметаной помажь. Да у меня Не, шишки, сгорит. шишки снутри аж пол. Меня мало того, что борщевиком обожгло, там меня еще кусали там, что ли, получается. Мошка. Мошка. Я Мошка давлю. вообще как-то, да, резко, вода пропали, резко мошка просто куча мошка. И она почему-то так интересно, она просто вздыхает, падает. Толпа видал? На сиденье, На везде сиденье, куча да. мошки. А комарина мы же обмазались, и они, наверное, Нет, дядя Ваня же не мазался. Дядя Ваня просто на них дышал. Ха, на них дышал, да? Они поэтому и падали, да? Слоями. Они летят, ой, дядя Ваня. Не туда подлетели. Слоями. На сидушку. Боятся, не говорю, дядя Ваня. Шлеп, 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 шлеп. Не, я некоторым разрешаю, говорю. Первый я не выдержал, мне она достала. Некоторым разрешаю. Садитесь, погрейтесь и летите дальше. Ну да, зачем кусаться-то? Да. Что, я с вами не ругаюсь. Они раз сели, поползли, улетели. А некоторые, блин, ложатся. Строится такой мужичок интересный. А, ты знаешь его? Коля Белилов. А, Он же тоже канал открыл у себя на ютубе. а, И ролик у него сколько тоже, 10 или 13 подписчиков всего, я тоже подписал на канал. Я просто тоже ссылочку, друзья, оставлю. Мне понравился ролик. Насадка на безмотылку, короче. Делает. А. Насаживает, типа, кто-то шарики, кто-то бусинки, да, на безмотылку. Ну. А он из этого пористого-то, который коврики-то делают, Ну. вот, нее и туда просунул жгутики такие резиновые, 4 штуки желтенькие, сама черная. И знаешь, как назвал это? Манянтой. Ваня вот понял, Серега не понимает. И объясняет. Манянтой это, говорит, такая маленькая букашка, черепашка, говорит, блин. Маленький жучок-паучок, который такой... много ношек. Да. Коми люди все поймут, но это а по-русски непонятно. Манянтой, но жучок такой, просто называют коми такой манянтой. И без насадка все. Я угорал, я когда смотрел, это было вообще. Так что ссылку на этот ролик я скидываю в описании тоже, гляньте. Манянтой вот. Да, только на манянтой и клюет. Да, кстати, говорит, клюет, он же весной ловил. Я поехал на лесное озеро. Ну, поймал я 20-литровое ведро с ромкой там за 3 или 4 дня, там килограмм 20 я поймал, конечно, рыбы там. Щука на 2 килограмма, забагрил ее, балансировал, там еще что-то было. Я посмотрел этот ролик. Да. А в это время он просто рядом с Троицком, просто говорит, у него ролик тоже есть, рыбалка с бочки. И вот так, рядом с поселком, просто вот 2 дня вытаскивал вот так вот окуней. Мы куда-то на машине, на буксировочках едем на лесной дальнюю. видишь, А он на попал. Печоре просто поставил. Да, на я дамбе, да. знаю это место. Попал там, видишь, И просто надергал окуней кучу такую и несколько роликов. есть, Сейчас Николай на фидер тоже ловил, тоже ролики начал выставлять. Молодец. Есть на телефоне там. Канал Самовар называется. Самовар. Что-то мне, по-моему, попадал он, да. Самовар, да, он может это... Что-то попадал. по-моему. Канал, говорит, Самовар, это, говорит, большой чайник, он мне видит. Да, ну так прикольный мужичок он, да? С ним не соскучишься.
Я недавно с ним был на Переволбасе. Рассказал, Он поймал 6 штук езей. А я ни одного. 2 поклевки было, сошел. А что-то вот смотрел это, вы, Димон, не собираете это, с травы таких этих, как его, мотыля? На траве там такие, они как скорпионы Я такие. понял, трубчатые, да, вот это? Не, они не трубчатые, они как скорпионы. Их когда с травы вытряхиваешь, они сразу замерзают. Потом руку берешь, они оттаивают и живые становятся. Зимой. Да. Ну, И каракатицы. они как эти, они как натуральные скорпионы, у них как хвост скорпиона, они также загинают натурально. Харис вообще от них балдеет. Он, Да, если мне кажется, Харис приедешь, лучше короеда, наверное, ничего нет. не, он на это вот берет вообще Берешь бешено. вот эту траву граблями. Граблями собираешь, да, Нет, вытряхиваешь их. Вытряхиваешь, они И все они вот на так снегу сразу мордятся. примерзают, их Да. раз собираешь, раз в карман, они оттаивают, А в открываешь, траве, они в траве не живые. замерзают, да? Нет, Нет. Вот вроде что там, да? ползают. Там же никакого отопления вроде нет, да? Не, вон, видишь, ползают. А весной они потом вылазят, и весной они как это становятся, как эти мотыли. Вот Отсюда эти белые бабочки. они вот, крупные, да, они крупные такие становятся, на крупном он не берет. А вот такие вот маленькие эти собираешь, вообще классно берет. Вообще, весной и сик берет на них, я тоже. Да, и сик хорошо берет. Я ловил. Надо будет это. В марте приедешь, я тебе покажу-то эти каракатицы эти. Да. Ну как-то вот так, когда Костя борщевик, одевайте защитную форму, чтобы не было ожогов. Да, Это раз. хорошую форму. Когда едете на рыбалку, берите рыбацкий напиток, иначе клевать не будет. Это 2. Кушайте все натурально, это 3. Ну и до завтра. Ну и всегда ездите на рыбалку. Это Да. 4. Это не уходит в жизненный стаж. Вон. Живой пример. Иван Григорьевич, 73 года. А Еще и нас по рыбе обловил сегодня. рыболовный стаж где-то 53 точно, наверное, да? Да, ребята, извините, Или я не 63. хотел. Как-то вот так. Да я с детства, я говорю, я приду с школы, блин, 3-й, 4-й класс, там отец осенью там копает картошку. Давай, собирайте. Я собираю. Хуп, червяк. А удочка мне в заборе. Не телескопичка, а на заборе Река привязана. Днестр. Да, с этих сосны раньше вырезали. Да, там, и вытягивали там, что Днестр, висит. какая сосна? Днестр. Ну, Ну, у меня это лещина. А, лещина? Да, привязана, чтобы ровненько было. Я раз удочку, отец, куда пошел? Я говорю, сейчас червяка утоплю и приду. И побежал. Утопил, пришел. Все. Уже на кукане что-то несешь, да? Да. Я раньше говорю, Ой, блин. в 3 классе, там у брата, ну еще тогда еще не жена была, моя одноклассница, у нее брат, он ее на 2 года младше, раз актированный день, ему 38 градусов мороза, он ко мне с буром бежит. Мы на речку с ним встретим, я в 1 классе, а я в 3 классе на речку, на яму. Я все равно папке докажу, что здесь рыба есть. Сидели, ловили, сопли вот такие текут, холодина такая. Не костер Там, нажечь, наверное, не спичек-то текут, а нет. замерзают там. Не, Бил. ну и ловили по 5, там, по 6 штук, немного, но по 5, по 6 Хариуса, штук там. Да, харюза. Вот уже ловили рядышком с домом, так, актированный день, в школу не надо, мы бежим и рыбу ловить. А сейчас молодежь выгонит, куда ты ее сейчас выгонишь? Это бесполезно. Доброе утро. И как обычно у нас по традиции доброе утро начинается с доброй яичницы. Яичницу мы сегодня пожарили с колбаской. Вот свежепросольная рыба. Щучку порезали, потому что вчерашний улов, вот мы вчера засолили здесь в ведре его, как раз стало битком-битком. 5-литровая канистрочка такая в рассоле, все. Сейчас мы это закинем в холодный ручей. Рыба не испортится. На улице лето, просто жаркое лето. Если здесь еще небольшая прохлада есть, то на улице просто что-то с чем-то. Даже поступило как бы сообщение с МЧС, что ожидается до 35 градусов. Наконец-то в наши края тоже наступило лето, жаркое лето. И это не может не радовать. Я, конечно, с удовольствием позагорал, покупался, но ожог борщевика не даст мне это сделать. На улице ветерок небольшой, небольшая рябь. Нормально. Я так думаю, сегодня клевать будет. Иван Григорьевич не стал нас дожидаться, быстренько перекусил уже на реке. Он не может, он такой человек, что он
Он готов был вообще спать на берегу, чтобы с первыми лучами, а у нас как бы еще ночи не такие темные, помчаться сразу на речку. Только глаза протер, чайку хапанул, сразу побежал, все. Ну а мы с Серегой сейчас перекусим, попьем чайковского, ну и тоже на речку. Встречаемся на реке. Ну что, друзья, с добрым утром. Прекрасное доброе утро на реке Печора. Мы на такой прекрасной, можно сказать, горная река. Ну, она, конечно, уже в этом месте не горная, но вытекает в реку Печора. Вот здесь она. Что мы здесь делаем? Мы прячем рыбу от жары. Вот наш вчерашний улов. Что-то поели солененьким, что-то пожарили. Выкопал здесь ямку. Сейчас выкопаю еще поглубже ее. Вот, полностью рыбу уберем сюда, наберем кристально чистой воды и будем пробовать рыбачить. Иван Григорьевич у нас уже поймал не один мешок рыбы, наверное, но это мы сейчас увидим. Комары, мошкара, овод, это все второстепенно. Главное, у нас в нашем регионе наступило лето. Это не может не радовать. Народ балдеет, народ радуется лету. И сегодня день Ивана Купала. Сегодня мы обязательно искупаемся. Но это будет позже. Сегодня у нас раннее утро. И наша рыбалка у нас начинается с сохранением рыбы. То, что мы поймали вчера. Потому что поймать рыбу это одно. А сохранить рыбу, чтобы она красиво выглядела, это совершенно другое. Мы ее сохраняем вот таком, на такой лесной речке. Ледника у нас нет, холодильника нет. Мы прячем его в такую вот глину. Сейчас выкопаю здесь, спрячу, и все будет чики-пуки. Здесь температура больше плюс 3-4 не поднимется, потому что вода ледяная. Стою здесь по колено в воде, и мне уже как бы не очень-то приятно. Ну вот он, мой первый полосатик. Серега! Начало есть! Начало второго дня. Не могу не поделиться с вами. Вот такой вот красавец. Попал вот на такую резину. Ибрик такой. Ибрик от Сереги. Рыба клюет. И это не может не радовать. Так что сегодня день будет удачный, я так думаю. Рыбки мы сегодня наловим. Понеслась. Так, в общем, у нас идет операция, кооперация. Ловим малька. Иди сюда. На, держи. Ловим малька не для того, чтобы... У нас идет операция по ловле малька. Геннадий меня заставляет раздеваться и идти купаться. Я не любитель купаться. Но сегодня сам Бог велел. Сегодня день Ивана Купала. Коми рыбак, передавай всем привет. Он меня заставляет сегодня идти купаться. Я раздеваюсь и пойду. Раз надо, значит да. Надо. Нет, ты рыбу без этого не поймать. Ты можешь даже не раздеваться, ты просто подержи край веревки и все. Я сейчас все сделаю сам красиво. Вот, на, подержи. Вот это веревку. Спускаться надо будет, я это. Не, нормально. Я сейчас. Вон, они здесь плавают. Попробуешь отсюда, вот так? Да. Ну давай. Я сейчас закину и все. Тут надо-то буквально 10-20 штук. Море. Лето наступило. Лето наступило, а воду наступило. Все плакали холодно. А теперь плачем от жары. А теперь плачем от жары. Деваться некуда. С самого утра жарище, а водов море. Хорошо, мошки еще нету. Была бы мошка, вообще была бы тюрьма полная. Так. Ладно, мошку мы вечером покормим. Так. Тут груза. Тут груза. Посмотрим. Сейчас разберемся, здесь разберемся. Так. Вон. Все, сейчас. Сейчас мы что-то придумаем. Тут видишь, глубина сразу такая. Мама дорогая. Холодно? Бля, вода цветет еще вся. Да не то, что холодно, это очень холодно. Нифига там глубина. Я говорю,
И ты предлагал, чтобы я туда зашел. Нормально, нормально. Все, сейчас сделаем красиво. О, жопа, ладно, жопа, это нормально. Так, все. Нижнюю веревку берем под тапочек. Ну и все, не водим. Потихоньку, да? Подожди немножко, сейчас она, вот она. Тала. Главное говорить тала. Вот она. Тала. Вот они, вот здесь вижу. Ну все, пацаны, вы приплыли. Вы приплыли. Взяли косяк. Взяли косяк. Все. Живцами мы обеспечены. Геннадий, давай опять. Мы взяли косяк. Мы это сделали. Теперь мы это все будем использовать в качестве живца. Пойдет в ход удочки, потому что пробовали спиннинг. Один, конечно, клюнул, но это был один. Это было несерьезно. А тут мы на жареху уже поймали. Уже вечером есть что пожарить. Да. Все, нам этого сегодня хватит пока. Сейчас полоскаем этот капроновый бредежок и все. Как-то вот так, легко и быстро мы готовим живцов. Нормально? Я считаю, да. Ну да, хорошо поймали. Смотри, штук, наверное, 30. Какой 30? Даже, наверное, 130. 130. Как раз такой наживочный, да, на окуня, блин, вот такой. Да, такой, да, хороший такой малек. А сейчас вы скоро увидите, как это будет работать. Вот на этом. Вот сейчас мы подойдем к тому островку травы, и вы увидите, как клюет окунь на живца. Не переключайтесь. Кушайте его. Вот, как мы видим, остановились на этом островке. Окунь здесь есть, но он не берет ни блесну, ни резину. Я не знаю, как я поймал этого окуня здесь, но это было, наверное, чудом. Окунь подходит по 2-3 штуки, окунь есть. Резину вот он не берет. Вот если вы видите, вот он, по 2-3 окуня к резине подходят, но не берут. Значит, что надо делать? Доставать удочку. Первым делом побрызгать ноги, потому что эти насекомые уже меня в конец достали. Они просто съедают меня. Ну что, окунь вредничает, на улице жара. Резину не хочет, блесну не хочет. Серега, не хочет? Ничего не хочет. Серега не... Я пока посижу, сейчас посмотрю. Да, посмотрит, он сказал. Геннадий сейчас попробует на малька, на живца. Если будет брать, тогда я тоже удочку. Надежда мало, но я окуня видел, окунь здесь есть. Окунь подходит на резину Геннадия. Мне на блесну что-то отбило, 2-3 раза ударило, но ничего не взялось. Сейчас Геннадий возьмет на малька, попробует. Если будет брать, тогда я тоже удочку разложу. Самую короткую удочку. Вот. Будем ловить. Так, глубина метр где-то, 1,20 м. Берем малька. Вот такая уралочка блесна. Но блесна тут роли вообще не играет. Не обращайте внимания, так что это все фигня. Тут может быть обыкновенный простой крючок. Нет, за середину. Все, и кидаем. И смотрим. Первый заброс. Первый заброс. Тишина. Тишина. Вот он здесь пад. Вот здесь окунь есть. 100% окунь есть. Просто он ничего не берет. Вот он первый окушок. Вот он и окунь. Вот он, окунь. Серега, увидел? Увидел. Вот он окунь. Хороший окунь. Где садок у нас? Вот, на, кидай садок. Давай. Так что живец все-таки работает. И мы не будем извращаться. Резину не хочет, блесну не хочет, но живца он ест. Будем ловить на садок. Вон, кидаем еще. Смотрим. Вот, смотрим. Вот.
Смотрим. Огромный поплавок от Александра Мазая. Спасибо, Саня, тебе за подгон. Просто суперский поплавок. Я просто отлично вижу поклевки. И вот сейчас вот будет по-любому. Тык-тык-тык, видишь? Видишь, вон, клюет, 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 клюет. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. И вот второй. Второй полосатик. Красота. А резину не хочет, блесну не хочет. Получается... Я пока с садком со вторым поковыряюсь, а ты пока лови. Да. Получается, рыба есть, но она не все, что хочет, будет есть. Не все берет она. Да. А от мальков она отказаться не может. И это не то, чтобы какая-то блесна. Был бы здесь простой крючок, он бы тоже так же брал. Рыба здесь есть, окунь здесь присутствует. Вот он, вот он, вот он третий. Видишь, Саш? Ой, Саша говорит, Серега. Мазая вспомнил. Саня, я понимаю, ты на вахте, ты на работе, но в августе мы тоже потаскаем таких окуней. По-любому. Малек рулит. Смотри, да, резину блесну вообще не хотел брать. Ну да, видать, он от жары на глубину, наверное, спустился. Нет, он просто охренел от жары. Но малька берет, и это радует. Малька, да. Вот смотри, вот сейчас вот опять будет поклевка. Тынк, 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 тынк. Вот жалко, я не могу приблизить с этой камерой. Ну вот, вот, поклевка, поклевка, раз. Вот он, 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 вот он. Смотри, какой красавец. Хороший, бля. Не берет, не берет же на блесну, ни на что Ну, не берет. а на малька, видишь? На малька жарит. Вон, такие красавцы. Удары были, но он не берет почему-то. Окунь есть, но он не хочет есть. А перед мальком он устоять не может. Жаба его дает, жаба. А тут я вот на этом месте, друзья, 6,5 килограмм щуку поймал. Сейчас с этой стороны. Вот, вот, пожалуйста. Опа. Вот так вот. Да, нацепил просто не так, как надо. Нацепил за глаз, они его выдернули и все. Так что цепляем, не будем экспериментировать, цепляем за хребет, вот так раз. И все. И отпускаем. И вот теперь сразу же будет поклевка. Смотри, смотрим. Вот она, вот она, вот она поклевка. И вот он окунь. Красота. Красивее некуда. Давай-ка, наверное, удочку тоже надо заслать. Есть у тебя удочка, нет? Есть, конечно. Он просто у меня вон 6-метровка, она длинная. У меня удочка, у меня есть 5-метровая. Я взял с собой. Просто я тебе говорю, иногда удочка рулит. Я говорю, мы в октябре тут надергали этих окуней. Окуня здесь километр, когда. Иногда бывает, я думаю. Вон, заброс. И сразу же последует поклевка. По-любому вот она. Раз, два, три. Вот она поклевка. Вот зимой бы так клевала, да, Саш? О, Серега, говорю, блядь, все тесно. Все, сглазил. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Хорошие окушки, да, вот? Окунь вообще хороший. Ну, как раз на копчежку хоть нас. Мелочь. Зимой вот таких, а вот зимой здесь рыба вообще не клюет, я не знаю почему. Не мелочь почему-то. Сколько я не пробовал здесь ловить зимой, не клюет ни на что, ни на червя, ничего. Опа, повезло мальку. Без контроля. Зимой здесь микро окушки, микро ерши. Ну вот твою дивизию. Все. Вот буквально, смотри, доли секунды. Вот только кидаем, вот раз. Считаем. Раз. Два. Ух ты, это что было? Это было ничего. Ну-ка, давай попробуем на глаз. Окуня? Нет, вот давай на этого овода попробуем. Поэкспериментируем. Оводов здесь куча. Нацепил овода. Ну-ка, смотрим. Нацепил овода. Смотри, овода не хочет. Не нравится ему. Опа-на, да? Понял, да, Серег? Ему больше нравится малек. Ну вот, а овода не хочет. Блесну не хочет, резину не хочет. И он, получается, овода не хочет. И овода не хочет. А хариус бы он бы съел. Вон, Здесь нет. вон, все. Овода не хочет.
Все, цепляем малька. Слава богу, малька мы поймали. А без малька бы мы утухли уже, да, Серег? Ну да. Потому что ни блесну, ни спиннинг, ни резину, ничего не берет. Сейчас кучу. Долго Всё. бы, наверное, кидали бы это все. Да. А вон. Мы бы даже, наверное, подумали, что здесь, наверное, рыбы нет. Да, Вот. рыбы А вот, нет. видишь, только малька закинул, вот он. Видишь? Хорошо. О, смотри, он прыгнул. Это щука. Или язь. Я не знаю, что-то плесканулось. Вон, хорошие окушки как раз. Так что малек рулит. Енскадан. Все, кидаем. Что-то тут еще плесканулось, так что рыба здесь есть. Вон, смотрим. Только закинули. Сейчас будет поклевка. Вот она поклевка. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, красавчик, вон. Сделал саму, смотри как он. Садок, молодца. Енскадан. Посмотри, а я тут это... Хорошая хуйня. Енскадан. Блин, ты меня заразил. Я, короче, сейчас это. Ну-ка не брызгайся. Я же говорю, за этим травяным островом будет рыбалка, у нас даже ехать никуда не надо. Нет, не брызгайся. Сейчас я удочку достану. И мы с тобой поговорим по-другому. Вон, закидываем. Красота. Это просто, вон, закинули, раз, 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 и поплавок пошел ко дну. Вот он, пошел. Вот он. Опа, и ушел. Но ему повезло. Нисколечки не жалко, да? Ну как-то вот так происходит рыбалка на Печоре. Красиво. Джиг не берет, блесну не берет, резину не берет, но от живца, вот от такого живца, Не отказывается окунь. не отказывается ничего. Щас Окунь только я на попробую, живца. честно говоря, никогда не пробовал на живца ловить. На маляка не пробовал? Нет. Ну сейчас увидишь. Сейчас попробую я ловить. Сейчас Серега сделает. Разбираю удочку. Супруга у меня ловила окуня на живца. А на червя? На червя, да. Поэтому теперь я попробую на эту удочку половить. Ух ты. Глубину сразу метр делай где-то. О, Да потому что тут глубина нормальная. дай мне живца. На, Пожалуйста. держи. Прямо в хребетину. Чем плотнее, тем лучше. Потому что тут ему не надо долго барахтаться, его хлопнут сразу. Его сразу хлопнул, да? Да. Давай пробуем. Ну что ж. Попробую и я половить окуня. Походу что-то я... Либо я... наверное, я... Не, нормально, да, метр, глубина. Нормально. Глубиной. Не, нормально. Тут глубины хватает, тут яма сразу. Ну Тут да, метра, видно, что да. тут метра 3 глубина сразу за травой. Наверное, я распугал всю свою... Не, нормально. Всего окуня. Своей удочкой. Он говорит, кто-то левый. Да. Что-то кто-то не тот. Ну-ка сюда, Серега, вот сюда, кинь вот сюда, вот где моя, вот здесь, вот сюда, вот в эту сторону. Видишь? Сейчас ты там поймаешь, и я тогда тоже туда кину. Во, видишь, вот сюда, видишь, вот он. Вон он, кажется, вон там стоит. Тихо. Так что давай туда кидай. Ну-ка, давай-ка я сюда кину. Я еще и малька спас. О, О, вот туда, да. Вот там вся рыба. Вот сейчас у тебя поплавок пойдет вниз, по-любому вниз пойдет. Не идет. А, пошел. ты смотри. Я ж тебе говорю, пошел. Первый мой окунь на живца. Давай. Энцкадан. Ты смотри, он сожрал его, блин, а. Вот, блин. Ты смотри, поймал окуня. Хорошие окушки, да? Мне этого... Малька? Ну, Подожди, да, вот он. Вот у тебя... О, блин, окунь, ты смотри, хороший-то, да? Ну-ка, на глаз. На глаз попробовать. Так, сейчас рекламная пауза, вытащим глаз. Сейчас окунь Все, рыбачим на глаз. и попробую тоже. Ага, глаз. на глаз. У меня глаз вылетел. Вылетел глаз? Да, упал. Ну и бог с ним. Одевай. Значит, малька. Не получилось на глаз. Я Вырежем. еще рыбу хочу поймать, а малька-то поймать не могу. Ё-моё! Малек мой убежал. Я говорю, как это. Попробуем с этой стороны. Рыбалка продолжается. Поменяли мормышку, потому что
Какой-то монстр откусил. О, вот так вот ушел. Какой-то монстр откусил у меня бородку от крючка, от мормышки. И вот у Сереги взял вот такого муравья с глазиком. Почему-то я думал, что даже без наживки будет. Но без наживки он не хочет. Не хочет ни блесну брать, ничего. Так что цепляем живца за спинку. Сейчас выловим здесь пару ведер и пойдем дальше. Потом немножко Якорь поднимаем. Ну-ка, а если дальше туда? Пошли. Если туда дальше немного. Тут, видишь, спад получается. И Травы стоят, видать. тут метра 3-4 глубина сразу возле острова. Все, нету. Стайку поймали. Ну сколько? Штук десяток выдернули, да? Вот он. Хороший. Есть. Хороший, да? Вот, видишь? Есть, берут, есть. Он. Че? Хорошего.